12 жовтня президент України Володимир Зеленський у Києві проведе переговори з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом. Ігор Ташкевич, експерт Українського інституту будущего, з нами зараз на прямой связи. Пане Игоре, вітаю вас. Доброго дня. Добрый вечер. Чего ждать от встречи президента Владимира Зеленского с президентом Польши? Вот чего вы ждете? И все-таки пригласит ли Зеленский, как вы думаете, его к международной платформе по деоккупации полуострова? Ну, скорее всего, если начать со второй части, то Зеленский будет приглашать Дуду присоединиться к политике Украины по деоккупации Крыма, потому что, насколько я понимаю, по состоянию на сегодня, но если можно так выразиться, обновляется список государств, которые в той или иной мере готовы присоединиться к данной работе, потому что одно дело — это декларация, это хорошо, то есть государства, которые не признают Крым как часть России. Но другое дело — это, естественно, конкретно работа, если государство готово включиться в работу. Поэтому такие вопросы, я более чем уверен, что они будут подниматься. Но это в первую очередь как раз-таки с ближайшими союзниками. Поэтому, учитывая, что Польша — это партнер и по Люблинскому треугольнику, это партнер, скажем, когда государство-сосед, это государство, с которым давняя связь, то естественно, что вполне логично, что такой вопрос будет быть. Однако, кроме этого, есть еще несколько очень важных вопросов. То есть первое и основное, что стоит и что, в принципе, я бы ожидал, это разговор о конфликтных ситуациях, либо конфликтных линиях, которые накопились за последние годы. То есть это вопрос исторической памяти, это вопрос миграции, это вопрос приграничной торговли, контрабанды, это вопрос пересечения товаров. То есть есть достаточно большое количество вопросов, которые могут перерасти в напряженность между государствами. И, соответственно, по каждому из них есть свои направления, свои алгоритмы предотвращения проблем в будущем и выхода из потенциально конфликтных ситуаций, если, например, как в случае с исторической памятью, мы вошли в эту зону. Поэтому, учитывая, что Польша была и остается стратегическим партнером, необходимо просто в первую очередь решить эти вопросы для того, чтобы в новые проекты, в новые программы входить уже без конфликтов. Удастся ли Зеленскому сгладить эти конфликтные моменты? Частично да, но ожидать каких-то удивительных там, не знаю, гениальных решений, либо быстрого результата по щелчку пальца не приходится, потому что в любом случае одно дело, когда проговорили президенты, одно дело, когда проговорили команды, то есть и советники, но совсем другое дело — это реализация самой политики. Потому что, если мы, например, говорим по исторической памяти, хорошо, этот вопрос был политизирован как с польской, так и с украинской стороны. То есть из спора историков, из дискуссий историков он пришел в политическую плоскость. Но Анджей Дуда сам в внутренней политике он апеллирует к теме исторической памяти. В Украине эта тема тоже больная, эта тема, скажем так, открытая. Соответственно, быстрого решения ни для Польши, ни для Украины не существует. Это медленное поступательное движение. Давайте обсудим с вами еще платформу деоккупации Крыма, то, с чего мы с вами начали. Вот как вам видится, в каком формате должна быть эта платформа и будет ли она эффективной без участия Российской Федерации в ней? Зависит от того, что мы ставим, какие задачи мы ставим перед этой платформой, потому что Но основная деоккупация Крыма. Да, но смотрите, то есть есть хорошее название — деоккупация Крыма, да? Вот то же самое, есть термин «автомобиль». Но под термин «автомобиль» подходит достаточно большое количество транспортных средств. Вот, поэтому платформа деоккупации, если она не может быть переговорной площадкой по тому формату, как будет уходить Российская Федерация. Потому что Россия уже на данном этапе. Соответственно, говорить об участии России на данном этапе, ну, в принципе, не приходится. С другой стороны, это может быть площадкой и платформой для того, чтобы вынудить Россию пойти на контакт, пойти на переговоры, начать обсуждать этот вопрос. В таком случае, снова-таки, присутствие России на данном этапе, оно не обязательно. Но в таком случае на данном этапе обязательно присутствие не только государств, которые традиционно поддерживают Украину, то есть государства, члены Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, но и государств, которые находятся, скажем так, между позицией Украины и между Российской Федерацией по многим другим вопросам. Например, та же самая Турция, тот же самый Иран, та же самая Индия, как ни парадоксально, тот же самый Китай.
То есть государство, которое одновременно поддерживает и неплохие отношения с Российской Федерацией, и одновременно с этим они в хороших контактах и с Украиной. То есть чтобы эти государства были или как в качестве посредников, или в качестве дополнительного рычага давления. Потому что если во внешней политике они будут более отворачиваться от России, либо будет такая угроза из-за Крыма, то это в том числе заставит Российскую Федерацию принимать определенные меры.